Ісуслен радійте мій, я не шомте, куштуйте му, не вінчила мі помте, кивас не тає си поліпі, Ісус Отця нашого любить. Я від вірме пимиться, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радійте мамі, подам ще се та без нами. Без я не шиш, я си виджи диче, лок ми кед мушар се юге деничме, виден кодаджі ласло асра, ставе сряді те гереш випа. Я від вірме пимиться, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радійте мамі, подам ще се та без нами. Я від вірме Орним ним юги диває дестача, повтемлон факел я скипеден бача, є на жеміє між трагланами, комі муку жава шлалами. Я від вірме плевице, Христа щете, Христа щеце ксе, без я спомте, радіте мамі, подам ще се та без нами. Я від вірме без я спомте, радіте мамі, подам ще се та без нами. Бурлундо на чояс и вокяс. Лыньолем ставнедли, ним кодяджин тянесте, медводжа арша, ловжан луне. Талмян медводжа ведь да арша. Но кыджи и сулала арен зерыште и медзерыште. Mi zavadite mbošte na urожай, да? Котка бочте снин. И сидже ен му спетка для мой быт, коджемлен им петасяс, быт магяс. И спексия мой кавая мян лыкучем кавотес. Ен мед буршия смянес тайлиш, тая скажавны и тыдны. Ленёлем. Мир вам всем, дорогая церковь. Слава Богу, мы сегодня собрались в этот воскресный день, и Господь благословит нас после жаркого лета принять дождливую осень. И ее надо принять. А потом будет снежная зима, и пускай она будет снежной и морозной, как и должно быть. И Господь через все эти видимые вещи чему-то ведь хочет нас научить, нашу изменчивость, переменчивость, наши обстоятельства, которые меняются иногда. Что-то нам нравится, что-то не нравится, но чаще мы мудрее поступаем, когда не противимся чему-то, а принимаем как должное. Как мы принимаем лето, и осень, и зиму, и весну. Мы же не боремся с осенью, правда же? А принимаем и говорим, слава Богу и за это время, слава Богу и за зиму. И то же самое происходит в нас, многие изменения, какие-то вещи, которые мы не понимаем иногда, а которых нам просто надо принять. Сказать, Господь, не совсем все понимаю, но раз так есть, я это принимаю. Машина сломалась. Почему сломалась?
Видимо, так надо. Когда надо, сделают. Аминь. Поэтому Господь да благословит нас сегодня здесь пребывать в мире и в покое, в Божьем шаломе. Вот пускай представим себе, что Иисус в воскресный день заходит утром к своим апостолам, и первое, что Он говорит: «Мир вам». А все остальное уже потом. И поэтому представьте, что сюда зашел Иисус сегодня с утра и всем сказал: «Мир вам». И мы это принимаем. Аминь. Аминь. Давайте начнем с чтения Псалма 94-го. 94-й Псалом, первые 7 стихов. И Нина Ивановна прочитает на каком языке, и потом я еще на русском. Букмистас нёлет псалом. Локтай шиламай Господле, купда шиламен кутамошканы енмас, емян мезмемлен зумут подулыс. Локтай силан чужам бан воджа сиес аттялемен, ошкай сиес гора шиламен. От Господь уджид ен, став ен ясвилен сие уджид уксы. Мупудасис силан киен, кересилис силан, сарджишчуш силан, Сарицей мусас je văci sasla skijasen. Loktej, da muăci copârcila mai Gospodle, suhta mai pige sile mianes văciș voce, ție mian jen, a mie silen jărăși ujiases, ție vige mianes. Аминь. Аминь, аминь, аминь. В новом русском переводе так это звучит. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор принадлежат Ему. Море Его, Он сотворил его, Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся, пойдем перед Ним, преклоним колено перед Господом, Создателем нашим. Он наш Бог, и мы Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Аминь. Аллилуйя! Прекрасный псалом. Хоть песни пой на эти слова. Слава Богу! Осознаем то, что Господь наш Бог, а мы Его народ. Когда-то израильскому народу это было легко сказать. Мы Его народ, Он нас избрал. И пускай так же легко будет сказать это нам. Мы Его народ. Церковь из разных языков, из разных племен, из разных народов. Мы Его народ, а Он наш Бог. Аминь. Мы не отщепенцы, мы не пришельцы, мы Его народ. Поэтому и возрадуемся об этом. Прекрасно осознавать, что твой царь – всемогущий Бог над всем. Это вселяет уверенность, это вселяет безопасность и спокойствие, во всяком случае, в мою душу. Отец наш Небесный, благодарим Тебя сегодня, как Ты предлагаешь нам с благодарностью приходить к Тебе за все Твои благодеяния, Господь, за то, что Ты есть, и за то, что Ты, Господь, не скрываешься от нас, а Ты даешь нам знать, что Ты наш Бог. Ты не Бог просто вселенной, мирозданий, кого-то, великих людей, святых людей, а Ты сегодня говоришь: «Я ваш», конкретно ваш, вашей общины, вашего народа, вашей семьи, Тебя лично. Я ваш Бог. Спасибо Тебе, Господь. Ты наш Бог. Ты не чужой. И мы преклоняемся перед Тобой, Господь. Прославляем Тебя за это, что мы можем быть в полном спокойствии, в мире сердцем, с миром сердца,
что Ты, Господь наш, есть Бог. И мы можем обращаться к Тебе во всякое время, просить мудрости у Тебя, Господь, на всякий день. И Ты говоришь, пускай никто не сомневается, что Ты даешь эту мудрость на конкретную ситуацию, на конкретные обстоятельства, на конкретное время. Спасибо Тебе за это, Господь Бог мой. Я благодарю Тебя за этот день, что Ты нам дал здесь, быть вместе. И, Господь, Ты сегодня будешь питать нас Своим Словом. И мы, Господь, говорим, мы готовы, и мы хотим принять то, что Ты сегодня будешь нам предлагать. Благослови, Господь, нас сегодня воспевать Тебе в песнопениях с радостным сердцем, Господь, с осознанием того, что мы поем Тебе, но в то же самое время мы поем себе, напоминая, какой Ты благой, какой Ты любящий, какой Ты великий Бог. Спасибо Тебе, Господь Бог мой. Благослови сегодня каждого, который находится в этом храме, кто смотрит и будет смотреть эту трансляцию. Пускай Твое благословение касается, настигает, покрывает каждого, Господь, во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Аминь, аминь. Господь да благословит. Сегодня у нас новая группа прославления. Ну как новая? Да нет, все та же самая. Господь да благословит вас. Дорогой Господь, благодарю, славлю Тебя, великий Господь, что мы собраны в единстве, великий Господь, что мы можем славить, прославлять Твое имя, великий Господь, чтобы в это время каждый из нас наполнился Святым Духом, наполнился и открылись наши глаза, открылись наши даяния, дары, которые мы будем благодарить, благословлять за то, что Ты, Господи, нам дал такое открытое сердце для Тебя, великий Господь. Аминь. Mi voa Iошка, бурсте над вивтичі, те над муслон вивтийо, те дине mi voa Iошка, бурсте над вивтичі, те над муслон вивтийо, йон винаєн, ти зерничаю видєн, або медисте коліс, або медисте коліс, йон винаєн, ти зерничаю видєн, або медисте коліс, або медисте коліс.
stekotis, jon vinajen, te zerničaju gdjen, abu medis tekotis, abu medis tekotis. Доброе утро. Читаю Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?“ Иисус ему сказал: „Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: „Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: „Так кто может спастись?“ А Иисус, воззрев, сказал им: „Человеком это невозможно, Богу же все возможно“. Аминь. Давайте, церковь, подготовим наши сердца к этой песенке, чтобы мы могли благодарить. А самое главное, просто потанцевать перед Христом, перед нашим Спасителем. Во Христе я имею благодать, имею благодать, имею благодать. Во Христе я имею благодать, имею благодать, и Бога прославлять, спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне: спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне. Во Христе могу больных я исцелять, больных я исцелять и Бога прославлять. Во Христе могу больных я исцелять, больных я исцелять и Бога прославлять. Спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне: спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне. Во Христе могу я бесов изгонять, бесов изгонять, бесов изгонять. Во Христе могу я бесов изгонять, бесов изгонять и Бога прославлять. Спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне: спасение, исцеление. Вот что Бог подарил тебе и мне. Слава тебе, Господь! Аллилуйя, Господь! Танцуем, церковь, танцуем, прославляем Бога! Во Христе всегда мы можем танцевать, все можем танцевать, мы можем танцевать. Во Христе всегда мы можем танцевать и Бога прославлять. Спасение, исцеление.
благодать, имею благодать, имею благодать. Во Христе я имею благодать, имею благодать, и Бога прославлять. Спасение, исцеление, вот что Бог подарил тебе и мне. Спасение, исцеление, вот что Бог подарил тебе и мне. Аминь. Аллилуйя. Будьте исцелены. Первое Коринфянам, 15 глава, с 1 по 11 стихи. Прочитаю на ком языке. Вок яс. Аны каштышта тиянлы Евангелие йылыш, кода свиштавлынин тиянлы. Тишибеда ныцияс да зумада кучиша ныцече. Тая Евангелие спыр ты мездманныт. Кутанытка зумада кучишны менам виштавлымы. Онака тиян эскамны двешшыры. Ме виштавлы тиянлы метколана торсы, мый ачем бошты шылымы. Гиже дышерти Христос кулыс миян мыжьяс высна. Сиес вылы гуалыма, но коймед луннас, ен мыслов жеды сиес. Таджи вишталыма гижедас. Сие петка чиски фалы, сеша даска квелычишлы. Сеша отпырье петка чис, вичоиш унжик воклы. На пиеш унжика словья ашна, откымынан мыдар югадаснен вуджисны. Та бырти Исус петка чис Яковлы, сеша став апостолыслы. Медбырти петка чис меным, апостол яс пиеш медычетыслы. Одна повстен ме мед шогмытамаыз. Ме ок шогмы вешик шушина апостолен, ен лиш вичкоса вытлыда. Но енлан буралымыз высна месешем кучам эм. Сылан буралымыз медыне эзва вешшыры. Одме уджалы мукад апостол дорыш йонжикана. Дерт ме эгачем уджав, а ме пычкынолыш енлан буралымыз уджалыс. Тавас на осков торьедне, коды виштавлы тиянлы юарса. Ме либаная, одми буден оти юар виштавлам. И тая юарас ты эскинет. Аминь. Доброе время суток. Церковь моя, давайте мы еще раз прославим Бога за Его любовь, за Его кровь, за Духа Святого, которого Он нам дал во спасение наше. И будем славить и благодарить, что мы будем открывать их, наши сердца, подготавливать наши сегодня сердца к Слову Божьему. И мы были бы именно наполнены сегодня Его Словом. И чтобы это не осталось, а именно в этом в сердце нашем мы могли отнести своим родным, близким, знакомым. И всех, кого мы встретим, чтобы мы это отдавали с любовью и с благодарением Бога. Аминь. Меошкаен мес, зелен муслуниш, меошкаен мес, Христос лен вириш, меошкаен мес, вежалолиш, ошкаен мес олен щетемиш. Ну ничего, мы очень хорошо пошли. Хорошо, ладно. Будет такое. Меошкаен мес, зелен муслуниш, меошкаен мес, Христос лен вириш, меошкаен мес, вежалолиш, ошкаен мес олен щетемиш. Меошкаен мес, зелен муслуниш, меошкаен мес, Христос лен вириш, меошкаен мес, вежалолиш, ошкаен мес олен щетемиш. Воштащим щелем, Воштащим щелем, воштащим ловес, воштащим ловес, скоро тене Исус, о мечите ме пичке, леньо леме тирте, югд би настирте,
дметки щас, менам шелемес, менам шелемес. Неошка енмес, силен муслуниш, неошка енмес, Христос леш вириш, неошка енмес, вежалолиш, ошка енмес, олен щетемиш, неошка енмес, силен муслуниш, неошка енмес, Христос лен вириш, неошка енмес, вежалолиш, ошка енмес, олен щетемиш, вошташим щелем, вошташим лолес, Тора тене Ісус, овмечите ме бичке, леньо лементирте, югдбі настирте, муслони дметки щас, менам щелеме, менам щелеме. Вошташим щелем, вошташим лолес, коретене Ісус, овмечите ме бичке, леньо лементирте, югдбі настирте, муслони дметки щас, менам щелеме, менам щелеме, менам щелеме. Первая Коринфянам, 1 глава с 26 стиха по 29. «Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, и если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним». Аминь. Да, наш Бог достоин всей славы, Он достоин всего лучшего, потому что Он все сделал для нас. Давайте благословим Господа, принесем наши приношения. Слава Богу Ему. Слава Тебе. Каждый новый день я к Тебе иду, каждый новый день я Тебя ищу, каждый новый день я Тобой дышу, каждый новый день я Тобой живу. Тебе единому славу пою, Тебя единого благодарю, Тебе единому молитву возношу, Тебя единого люблю. Тебе единому славу пою, Тебя единого благодарю, Тебе единому молитву возношу, Тебя единого люблю. Каждый новый день я любви прошу, каждый новый день в небеса смотрю, каждый новый день душу приношу, каждый новый день Твоему огню. Тебе единому славу пою, Тебя единого
возношу, Тебя единого люблю. Господь, благодарю Тебя за все. Аминь. Слава Тебе за все, Тебе, великий Господь, за все дары наши, которые мы можем дать Тебе. Аминь. Слава Богу, что церковь, как мы церковь, можем вот соглашаться на какие-то совместные дела, пожертвования. Например, вчера, слава Богу, мы молились, говорили об этом, молились, чтобы в церкви Подъельске установить новое отопление. Не то, что новое отопление, поставить горелку пеллетную, чтобы не надо было там сидеть около котла, кочегарить его и бояться, что отключат электричество и что-то там станет с котлом. А сейчас установили шнек с горелкой. Если электричество отключается, все отключается. То есть не надо бояться, что что-то с котлом будет, и не надо там дежурить сутками. А надеемся, что будет работать это. Вот загрузил бункер пеллетами, и он крутит и поставляет в котел. Это как бы не дешевое удовольствие, но, слава Богу, совместно с церквями мы это сделали. И вчера вот, ездил специалист, он все это установил, запустил. И дальше будем наблюдать, как это будет работать. Но, скорее всего, такая тема, вот там, где нету газа и где не ожидается еще, что газ придет, вот такие котлы с пеллетами, с горелками пеллетными, это будет, скорее всего, иметь большее распространение. Поэтому слава Богу и спасибо вам, что и ваша там лепта большая, немалая, в том, чтобы и в церкви Подъельске было спокойно, они входили в этот отопительный сезон. Аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты, Господь Бог, объединяешь людей на какой-то основе добровольной, сердечной, желание людей, Господь, делать что-то совместно, делать что-то, что будет облегчать жизнь людей, облегчать жизнь церкви, Господь, как-то решать вопросы с отоплениями, с какими-то другими насущными нуждами. И мы видим, Господь, когда мы в согласии, когда мы едины в духе, в желании, в каких-то вот устремлениях, то у нас получается все. Я благодарю Тебя, Господь Бог мой, что Ты даешь этот дух понимания, дух единения, дух жертвенности, Господь, чтобы мы не только думали о себе, но могли подумать, кому мы можем помочь своими приношениями. Если мое одного приношения недостаточно, то совместно, когда мы вместе принесем по лепте, то это уже возможно делать какие-то дела большие, которые не под силу и не подъемно одному человеку. Спасибо Тебе, Господь, что и одна община, не надо одной общине нести все тяготы, но мы можем в согласии быть между общинами, церквями и поддерживать друг друга, Господь. Я благодарю Тебя, Боже мой, что это Твое желание сердца, о чем Ты много раз говоришь нам в Своем Святом Писании. Будьте единомысленны, будьте едины. И, Господь Бог мой, мы хотим дальше двигаться по этому пути. Мы хотим достигать больших вершин, Господь, в единении, в согласии, Боже мой, в жертвенности, в достижении конкретных целей. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Ты каждого из нас благословил своими источниками, откуда мы питаемся. И этими же источниками мы можем напоить и других, поделиться с другими. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Сейчас приглашаем наших братьев меньших, сестер. Подходите, будем петь вместе, танцевать, благодарить Бога.
Божьи врата со славословием и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего сотворил сей день, благодарностью мы Господу поем. Входим в Божьи врата со славословием и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Он дарует радость, Иисус дарует радость, радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость. мы будем славить Господа всегда. Он дарует радость, Иисус дарует радость, радуемся в Господе всегда. Он дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда. Мы будем славить Господа всегда. Аллилуйя, слава Богу. По-моему, прославители больше радовались. Аллилуйя. Ну что, друзья мои, дорогие мои, здесь в основном школьники, да ведь? Несколько у нас детсадников есть, в основном школьники. Поздравляем вас с новым учебным годом. То есть, как бы, с чем ты нас поздравляешь? Посочувствуй нам. Но, тем не менее, учебный год начался. И хотите вы или не хотите, этот учебный год будет для вас особенным. Все вы пошли в новые классы, у кого-то появились новые учителя, у кого-то появятся новые предметы, и что-то новое вы всегда будете получать, каждый день что-то новое получать будете. Английский язык, и по математике новое, и по русскому языку, и по другим языкам. Каждый день. И Господь, мы бы хотели, как родители, просто пожелать вам, чтобы у вас все получалось. Чтобы меньше было слез, чтобы вы не прибегали домой и не кричали маме и папе: «Мама, я больше в школу не пойду». Или меня там обижают, или я там не понимаю что-то. Помолимся о том, чтобы вы понимали, когда трудности, вы проходили через эти трудности, не сердились на кого-то, если что-то у вас будет не получаться. Всегда имели смелость стоять на своем мнении, если вы чувствуете, что оно правильное. Если вы понимаете, что вы не правы, чтобы вы могли поменять свое мнение, попросить прощения. Это важно, чтобы в школе вы были действительно каким-то светом для других остальных своих сверстников. Чтобы не корчили рожи, а были детьми, на которых приятно смотреть. Аминь. И самое главное, чтобы учителя всегда знали, на Глеба можно положиться, на Веню можно положиться, на Марка, на Машу, на Вику, на Дашу, на Катю, на Арину, на Глеба, Гаврила, на Пашу. В классе всегда должны быть люди, на которых преподаватель может точно знать. Вот я сейчас спрошу, она ответит или он ответит. Правда же? Вот такие вещи должны быть. Я очень надеюсь, что вы будете такими людьми. Что преподаватель, заходя в класс, не будет говорить: «Ой, опять этот сегодня здесь». А он скажет: «Слава Богу, сегодня она здесь, или он здесь, и он мне поможет». Вот как для меня, как пастора, очень важно, чтобы в церкви были люди, которые меня понимают. Я точно знаю, все не будут понимать, но здесь есть некоторые, которые понимают. И этого мне достаточно. То же самое каждому учителю.
Будь этим человеком, на которого преподаватель может надеяться. Аминь. Господи, благослови этих детей. Давайте помолимся, благословим наших детей. Ну, благословлять детей, мы же понимаем, что благословляем родителей, чтобы этот год прошел легко. Отец наш Небесный, мы приходим сейчас к Тебе. У нас конкретная просьба, Господь. Начался учебный год. Для кого-то стресс, для кого-то радость, для кого-то новое испытание, для всех новые знания, для всех новые переживания. Господь Бог мой, и мы знаем, что без Твоего благословения очень тяжело. Мы знаем, что Ты, Господь, не забыл, что мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы не хотим Тебя разбудить нашей молитвой, но мы хотим самим себе этой молитвой напомнить, на кого нам надо надеяться, как детям, так и взрослым. Откуда к нам приходит помощь? В учебе, преподавании, послушании. Господи Боже мой, мы знаем, что помощь от Тебя. И благослови наших детей, вот конкретно, которые стоят сейчас на сцене. Господь, пускай они будут благословением в своем классе. Для своих сверстников, для своих друзей, для своих учителей. Я прошу Тебя, Господь, пускай они будут опорой, надеждой для своих преподавателей. Пускай преподаватели, когда будут видеть наших детей, они в сердце скажут: слава Богу, он сегодня здесь. Он не подведет меня. Благослови, пожалуйста. Пускай наши дети сильно не переживают, если у них что-то будет не получаться или что-то они будут не понимать. Мы все что-то не понимаем. Но придет время, когда мы поймем. Благослови нас, родителей, Господь. Пускай мы не будем слишком строги, когда наши дети будут что-то терпеть неудачу или неуспех. Господь, дай нам время чуть-чуть подождать с оценками. Благослови нас, Господь, в поддержке наших детей, в защите наших детей. Напомни нам об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, дай силы, здоровье, чтобы наши дети меньше болели, меньше пропускали, Господь, занятия, чтобы им не приходилось догонять. Во имя Иисуса Христа, Господь, Бог мой, дай мир, спокойствие на каждый день. Тебе да будет слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. А я же еще не сказал. С Богом. Будьте благословенны. С Богом, с Богом. У нас еще начинается и воскресная школа, правда же? Надежда, начинается воскресная школа уже? А, еще у нас один первоклассник есть. Давай сюда первоклассника. Ну давай, рассказывай, в какую школу пошел? В первую. Это номер 1 школа или вообще в твоей жизни первая? В моей жизни первая. Правильно. Ну и номер 1 тоже, да? Да. А как твою учительницу любимую зовут? Ольга Александровна. Ой, как легко. Ольга Александровна, да? Хорошая? Да. Ты ее уже полюбил? Да. Ой, молодец. Если ты ее любишь, то и она тебя полюбит, правда же? Да. А друзья уже появились? Да. Слава Богу. Это очень важно, чтобы были у тебя друзья в классе, правда же? Конечно. А они нужны на уроках или на перемене?
На перемене А на уроках? тоже нужны. Списать, в смысле, да? Или кому-то дать списать? Это вообще неведомо тебе, и пускай не будет ведомо. Помолимся. Попросим у Бога помощи в том, чтобы у тебя все было классно. Да? Давай. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе, Господь, за благословением. Вот как мы приходим в магазин, Господь, то, что нам надо, мы получаем. Но если мы там денежку платим, то здесь мы приходим, Господь, и Ты говоришь, вы даром получили. Даром давайте. И вот мы даром получаем от Тебя все благословения. Ты просто изливаешь на нас, Господь, свою защиту, свою любовь, свою охрану, свое сопровождение, Господь. Мудрость свою даешь. Спасибо Тебе, Господь. И это касается и Гавриила. Напоминай Гавриилу всегда, что он всегда может к Тебе обратиться за помощью. Попросить, Господи, помоги. И Ты поможешь. Дай ему всегда сердце, которое с уважением относится к учителям, к директору, к своему классному учителю, к своим сверстникам, Господь. Пускай он никогда не будет серчать и иметь злость какую-то на кого-то. Сохрани его от этого во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы родители также всегда радовались успехам Гавриила. И когда даже неуспехи будут, пускай они поддержат его во имя Иисуса. Аминь. Будь благословен. Видимо, там тебе еще подарочек будет. Вот, рюкзачок. Спасибо, Арина. С Богом! Аллилуйя. Есть у нас молитвенные нужды? Спасибо. Давайте вначале... У нас есть именинники сегодня? И больше никого нету, да? Давайте благословим все-таки Антона, тем более он приболел. Господь да исцелит его. Дорогой Небесный Отец, мы благословляем Антона, нашего дорогого брата. В честь его день рождения, Господь, желаем от всего сердца, Господь, Твоих Божьих небесных благословений. В чем он сейчас нуждается, Господь? Мы знаем, что он сейчас приболел, поэтому мы просим, Господь, пошли ему исцеление, восстановление, Господь. Пускай он будет здоров и завтра сможет пойти в школу уже здоровеньким. Во имя Иисуса Христа благослови его родных, близких. Тебе да будет слава за все, Боже мой. Пускай он возрастает в церкви, в Твоем Слове, в служении Тебе, Господь, в служении людям. Боже мой, в нем все это есть, и Ты ему положил это на сердце, и он с радостью это делает. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. А в следующее воскресенье мы его благословим подарочком. Садитесь, пожалуйста. А нет, не садитесь. Здесь есть молитвенные нужды. Всем привет от Ромы Романова. Сказал, что у него все отлично. Приятно слышать. Господи, благослови Рому. Во имя Иисуса Христа, пускай у него всегда будет все отлично. Аминь. Дорогая церковь, помолитесь за семью Турбановых, за здоровье Сергея, а также за малыша. Ставят ему анемию. Отец наш Небесный, молимся Тебе за семью Турбановых, за Веру, Сергея и за сына их, младенца Владимира. Во имя Иисуса Христа, Господь, Бог мой, мы благодарны Тебе, что Ты создал эту семью. Мы благодарны Тебе, что у них есть ребенок родился. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты господин этой семьи. Ты знаешь, Господь, об их нуждах. Мы сегодня это читали. Ты знаешь нужды. И хранишь их, Ты пасешь их. Ты даешь то, что им нужно, своевременно. Ты охраняешь их, Господь, от всех врагов, в том числе от болезней. Мы сейчас молим Тебя, Господь, то, что говорят врачи, пускай это будет удалено. Всякая болезнь, всякий намек, всякий прогноз, всякий диагноз, да будет стерт с этой книги жизни младенца Владимира. Да будет он здоров, исцелен во имя Иисуса Христа. Благословляем их быть здоровыми,
Восстанови, Господь, состояние крови. Восстанови, Господь, каждый орган. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Благослови Сергея, Отца, чтобы также и он получил, пережил это исцеление, восстановление, Господь, во всем своем организме. Тебе да будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу квадроцикл детский. Кто-то взрослый пишет, что он хочет детский квадроцикл. Отец наш Небесный, благослови того, кто хочет, тем, что он хочет. Даруй ему, Господь, по желанию сердца его. Аминь. Аллилуйя. Давай, выходи. На корону проверялся? Не. То есть я не принимаю никакой короны, ее нет. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы сейчас приходим к Тебе. И мы не только пришли, Господь, слушать Твое Слово, но мы пришли принимать Твою силу. Силу, Господь, наш дух, нашу душу, наше тело. Силу для вразумления, силу для возрастания, силу Твою для исцеления. И Ты все это, Господь, даруешь нам. Ты говоришь, Господь, примите это. И мы принимаем от Тебя, Господь, всякое Твое благословение. Благословляем брата Василия на исцеление его тела, Господь. Всякая болезнь, всякое ощущение болезни, всякий симптом болезни да будет удален сейчас во имя Иисуса Христа. Будь исцелен, будь здоров и будь носителем Божьего исцеления во имя Иисуса Христа. Аминь. Не болей. Так, что-то у нас еще есть? Все у нас, да? Садитесь, пожалуйста. Кстати, надо за Мирослава помолиться, потому что, по идее, он должен был сегодня проповедовать, но он приболел, сказал, извиняйте. Поэтому в следующий раз он будет. Господь, благослови брата Мирослава, даруй ему исцеление, восстановление, Господь, чтобы никакая болезнь не докучала и никакая болезнь не была препятствием для того, чтобы служить Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, вот мы люди, которые подвластные, да, помните, один человек, библейский герой, мимолетный, сказал, я подвластный человек. Он сказал, надо мной есть люди, которые говорят, то и то сделать я делаю. И мы все подвластные люди. И прежде всего мы подвластны, конечно, вы скажете, Богу, это правда, и мы все подвластны времени. Вот никто из нас не может повернуть время вспять, не ускорить его, ничего. Вот время есть, мы его влияние, его действия ощущаем на себе, и мы ничего с этим делать не можем. Иногда мы радуемся, что время пролетело, иногда мы сожалеем, что время ушло, и иногда мы виним себя, что что-то мы не успели сделать. Но все равно мы ничего не можем поделать со временем. Время сотворено Богом еще до нас. И Бог имеет власть над временем. Помните, Бог, например, мог остановить
солнце или землю скорее, я не знаю, сказано, солнце остановилось, да? Как земля остановилась? То есть он удлинил сутки, а потом вернул опять эти сутки. То есть Бог может управлять временем. Каким-то, он как творец времени может управлять им. Потому что он над временем, он безвременный, он безначальный, сказано. А мы начальные, у нас есть начало. И мы сейчас живем по календарю. У Бога нету календаря. И мы подвластны Ему. Но дело в том, что вот живя под влиянием этого времени, мы часто находимся в таком состоянии сожаления о чем-то. Молодость прошла, то не успели, все не успели. И вот как бы вот если бы, и наше любимое слово, если бы молодость знала, старость могла, говорим мы, правда? И вот это часто встречается тоже в Писании, когда люди как бы чуть-чуть сожалеют о том, что было, а вот если бы я знал, а если бы я мог, а если бы я чуть-чуть подумал. И вот такие вещи происходят в нашей жизни, но Бог не переживает. Сказано, Он никуда не торопится, никуда не опаздывает и нас не осуждает, если мы куда-то чего-то не заметили или что-то не успели сделать. Вот смотрите, есть очень интересная история. В Писании вообще много таких историй, которые запоминаются навсегда. Вот прочитал, а некоторые нет, а некоторые вот очень красочные. И вот такая история одна записана в первой книге Царств, 16 главы, с 1 по 13 стихи. Здесь сказано так. Господь сказал Самуилу, сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его, как царя над Израилем. Наполни рог маслом и отправляйся в путь. Я посылаю тебя к Иесею из Вифлеема. Я выбрал себе в цари одного из его сыновей. Но Самуил спросил, как же я пойду? Саул услышит об этом и убьет меня. Господь ответил, возьми с собой телицу и скажи, я пришел, чтобы принести жертву Господу. Пригласи Иесея к жертве, и я укажу тебе, что делать. Ты должен помазать мне того, кого я укажу. Самуил сделал, как сказал Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины города с трепетом вышли ему навстречу. Они спросили, ты пришел с миром? Самуил ответил, да, с миром. Я пришел, чтобы принести жертву Господу. Освятитесь и идите к жертве со мной. Затем он освятил Иесея, его сыновей, и пригласил их к жертве. Когда они пришли, Самуил увидел Илиава и подумал, конечно, это помазанник Господа стоит здесь перед Господом. Но Господь сказал ему, не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Господь смотрит на внешний вид. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. Тогда Иесей позвал Аминадава и привел его перед Самуилом. Но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Тогда Иесей привел Шамму, но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Иесей провел перед Самуилом 7 своих сыновей, но Самуил сказал ему, Господь не выбрал их. Он спросил Иесея, все ли твои сыновья здесь? Есть еще самый младший, ответил Иесей, но он пасет овец. Самуил сказал, пошли за ним и приведи его, мы не сядем, пока он не придет сюда. Он послал за ним, и его привели. И он был румяным, с красивыми глазами и приятной внешностью. Господь сказал, встань, помажь его, это он. Самуил взял рог с маслом, помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида, и с того дня пребывал на нем. Самуил же вернулся в Раму. Аминь.
Классная ведь история. Просто вот читаешь и представляешь все это. Так автор пишет эту историю с избранием Давида, что прям ты чувствуешь, что он туда вложил всю свою душу. Написывает это, как будто там сам присутствовал. Как это все было. И пишет переживания, пишет, как это все происходит, какие-то оттенки. Это вообще интересная история. Мы все ее знаем. Ну, если кто не знал, то сейчас знаешь. И ты никогда не забудешь эту историю. Если один раз даже ты услышал или прочитал, то она навсегда останется с тобой. И вот эта история чему-то нас учит. Здесь очень много вещей, о которых мы можем чему-то научиться в нашей жизни. Во-первых, тут мы видим Самуила. Господь сказал Самуилу. Вопрос, кто такой Самуил? Самуил – величайший человек в истории израильского государства. Самуил – человек, который с малых лет слышал голос Бога и научился различать, что это говорит с ним Бог. Самуил был учеником Илии, первосвященника Илии. И Бог заботился о Самуиле с самого рождения. Его рождение было чудесным. Он был выпрошен своей мамой Анной у Бога. Слезно был выпрошен. Илья сказал, будет тебе. И через какое-то время Анна привела Самуила в Скинию. В то время это было место пребывания, Дома Божья. Храма еще не было. И Самуил жил там, с этой скинией, в этой палатке Божьей. И там он первый раз услышал голос Божий. Потом нам мало что говорится, но люди знали. Была тишина. Вообще во время Илия Бог, сказано, редко обращался к людям. Голос Божий был редкий. Но люди обратили внимание, что к Самуилу Господь обращается и с ним разговаривает. И через Самуила Господь обратился к самому Илию и рассказал, что его ждет. Не избрал великого пророка, а избрал подростка, чтобы он разговаривал и рассказал неприятные вещи Илии. И народ это запомнил. Самуил не всегда приходит с хорошими вестями. Бог иногда говорит через Самуила очень жесткие вещи. И народ израильский чуть-чуть побаивался Самуила. Когда Самуил вырос, он стал духовным предводителем Израиля, великим пророком. И именно Бог через Самуила поручил избрать первого царя. Представляете, в жизни Самуил сыграл огромную роль в истории израильского государства, его становления и изменения строя политического. Во время Илии, во время Самуила не было единого государства, и не было единого началия, так скажем, не было царя. Господь поднимал разное время отдельных так называемых судей, которые имели влияние, но все равно этот народ был разобщенный. Израильский народ устал от такого состояния, когда нету понятия, как мы живем. Кто как хочет, так и живет. Что хочет, то и делает. Много набегов, много поражений в войне от соседей. И народ сказал Самуилу, дай нам царя, как у других народов. Ничего нового, просто дай нам царя, как у других народов. Самуил сильно опечалился. Как бы Самуил был авторитетом для народа. Но народ сказал, ты все-таки не чиновник, ты духовное лицо, ты пророк. Дай нам царя. И
Самуил поначалу принял это на свой счет. Он подумал, ну какой же неблагодарный этот народ. Я уже у них есть. Чего им еще надо? И с этой печалью пришел к Богу. Бог сказал, Самуил, не печалься, это вопрос не в тебе. Народ не отвергает тебя. Народ отвергает меня. Но ты им дай царя, как они просят. Но и расскажи им, что он наложит на них такие налоги, такие подати, что они еще заплачут. Скажи это им. Не сокрой, что это будет иметь большую цену для них. Но инициатором был народ. Вот сейчас это большой вопрос. Вообще народ в ответе, что происходит в стране или нет. Очень часто мы, как представители народа, говорим, да нет, конечно, какое мы имеем отношение к происходящему. Это все там наверху. Но Писание говорит, что не всегда так. Иногда народ имеет последнее слово. Он говорит, и то происходит. Не зря же есть такое выражение. Глаз народа, глаз Божий. То есть народ в какой-то момент что-то ожидает, требует, высказывает или не высказывает, но это что-то есть, и происходит то, что происходит. Поэтому в Библии очень часто Господь обращается к народу и говорит, вы такие и вы сякие, либо поощряет, либо же осуждает, либо же радуется этому народу. То есть очень важно мнение людей, какой дух, какое мнение преобладает в народе. Понятное же дело, в израильском народе тоже не все хотели царя, но были некоторые горлопаны, которые громче всех кричали, и которые возбудили народ, что им нужен царь, что им нужно новое устройство государства. Ибо Господь не сказал, нет вам, живите как жили до этого. Сказал, хорошо. Бог ответил народу, хотя Господь не поощрил это. Он сказал, я ваш царь. Но он сказал, раз народ этого хочет, это будет им. И Самуил был в печали, но Господь начал его вести и показывать, и сказал, кто будет царем. И так случилось, что царем Израиля стал Саул, красавец, высокий, самый высокий в народе. Очень скромный, но очень большой, трудолюбивый, всегда желающий помочь. Прекрасный парень был, очень хороший. И Бог показал на Саула Самуилу, и Самуил его благословил, помазал на цари. Но в скорости оказалось, что вот это бремя власти не по плечам Саулу. Хотя он был мощный физически, но эта ответственность, эта власть оказалась ему не по зубам. Он начал быстро делать ошибки. Он начал быстро брать всю ответственность на себя. Да? И начал забывать, кто его сделал царем, кто его избрал царем, что это воля Божья была, чтобы именно он стал царем. В какой-то момент он это забыл. И очень скоро Господь через Самуила ему объявил: Бог отошел от тебя. Это был сильный удар по Саулу самому. Мы дальше видим, что Дух Господень отошел от Саула. У него начались прямо проблемы, беснования. Он не мог быть в спокойствии. Да? Он стал агрессивным по отношению к своему окружению. Это все стало происходить с ним. Это стало очевидно, что что-то произошло с Саулом. Библия это говорит, от него отошел Дух Божий. Явно это было видно, что и люди это замечали. Саул не в себе, он мог взять копье, в кого-то кинуть.
Это замечал его сын Иоаннафан. Не все в порядке с отцом. Но, кроме того, что Саул переживал за это, что он лишился благосклонности Бога, Самуил очень печалился. Представляете состояние Самуила? Самуил, пророк великий, большой авторитет в народе. Он, который изменил структуру правления в государстве. Он, который через царя объединил государство. Он, который наставлял Саула. И вдруг Бог говорит ему: я отринул Саула. То есть Самуил также взял на себя вину того, что он не справился с тем, чтобы влиять на Саула. Он не справился с тем, чтобы наставлять Саула. Он недостаточно влиял на мозги, состояние правления Саула. И Самуил печалился, и мы это читаем. Он печалился об этом всем. И Бог это видел. То есть Самуил жил в такое непростое время, в переломное время. Вот мы вчера, по-моему, были похороны Михаила Сергеевича Горбачева, да? Нам, многим из нас, пришлось жить в такой переломный момент. Мы родились в Советском Союзе, где были очереди за колбасой, за молоком. Много чего не было. Была одна идеология. Все ходили маршем. Многие уезжали. Мы хотели бы уехать из этой страны. И вот приходит человек с таким же прошлым и начинает что-то менять. Другой вопрос. Вынужден менять, осознанно шел на это дело. Это другой вопрос. Но все равно он был тем человеком, которого сейчас либо же благодарят, либо же обвиняют в том, что произошло. Он был этим человеком. Можно сказать, он был избранным на то, чтобы в его правлении произошли великие перемены в огромном государстве. В его правлении произошел конец империи одной, и родились множество новых государств. В его правлении изменилось, как он говорил, мышление людей, открылись возможности для проповеди Евангелия. Кто-то этому был рад, кто-то до сих пор скрежечет зубами, как это так сюда пустили евангельские церкви и так дальше. Но мы не можем отрицать того момента, что именно в его время произошли огромные перемены. И мы были этому свидетелями. Мы также прошли через это время. Лично я очень благодарен Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что он не пролил огромного количества крови при разделе этой страны, а мог бы. Он не допустил этого. Он сказал: хотите, пожалуйста, я ухожу. И ушел. Не поднял войска, чтобы всех повязать и расстрелять или еще что-нибудь. Это великая ценность. Многие бы не дожили до этих дней. Многие бы не увидели своих детей. Многие бы не родились. Если бы этот человек вдруг вздумал любыми средствами сохранить Советский Союз, в том числе ценою жизней и пролития многих кровей. Поэтому я ему благодарен, что он не допустил в то время, 30 лет назад, всего этого. Мы разошлись вроде более-менее мирно. Кто-то сожалеет об этом и пытается вернуть все это, но Господь знает. Так вот, тоже Самуил жил в такое же время переломное, когда государство образовывалось, когда рассеянные собирались под одно начало, новая власть, царь, никогда не было царя. И вот первый опыт поставления царя оказался неудачным. И как бы во всем этом участвовал Самуил. И представляете, как Самуил себя чувствует? Он, пророк,
помазывал царя. Вроде бы, если пророк помазал царя, успех обеспечен. Саул не самозванец. Саул не захватил власть. Саул никого не переубивал. Своих братьев не убивал, чтобы захватить власть. Ничего такого не было. Более того, Саул не хотел. Прятался, убегал. Но Самуил сказал: будь тверд. Вылил на него масло и сказал: ты будь царем, Бог тебя избрал. Ну, вроде все должны сказать: это же успех очевидный. Все так классно, все так гладко. Красавец. Здоровый мужик, парень. Такого роста никого не было в Израиле. Сам Самуил одобрил этот выбор. Более того, сам Самуил указал на него. А Самуилу сказал об этом Бог. Успех обеспечен. Это будет царь, который принесет благо нашему народу. Но приходит время. Саул, конечно, долго правил. Но Бог от него отошел. И Самуил понимает: первый ком блином. Первый блин комом. Ты представляешь, как надо вывернуть, а? Первый блин комом. Слава Богу за филологов, которые слушают. Кто-то слушает мою проповедь и поправляет меня. Первый блин комом. Представляете состояние? Настолько сильно печалился Самуил, что даже Господь это увидел. Господь сказал Самуилу: сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его, как царя над Израилем. Мы не знаем, как скорбел Самуил. Как это все? Он отложил свой рог, который наполнял, чтобы помазывать. Он, скорее всего, отложил все свои дела. Он, наверное, думал: вот если бы я бы как-то по-другому относился к Саулу, если бы я чаще был рядом с ним, если бы я мог больше влиять на него, если бы. Печаль ведь так проявляется. Когда мы печалимся о чем-то происшедшем, то мы печалимся о том, что что-то мы не доделали. Правда же? Это же так происходит. Ты чего печалишься? Да вот, с детьми не так. А почему? Да, видимо, где-то в детстве я не то вложил, мало обращал внимания, мало направлял их. Вот если бы в то время я чаще был с детьми, а не на работе, а так мне приходилось 24 часа в сутки быть на работе, а дети были сами по себе. И сейчас я вижу, к чему это привело. Вот если бы мы с мужем или мы с женой больше сидели с детьми и разговаривали за чаем, за столом, то, возможно, бы не произошло то, что наши дети сейчас неизвестно где и чем они занимаются, и это нас печалит. Вот если бы мы чаще сидели с детьми и читали Библию, вот если бы мы чаще выходили с детьми куда-то на природу вместе, вот если бы я ходила бы в церковь и брала с собой детей, если бы... И человек печалится, когда видит, что что-то не получилось в жизни. Если бы я поступил не в этот университет, а в другой, то, может быть, у меня была бы другая профессия, другой заработок. Если бы вот этих много, если бы сожалений и печалей, какой ответ у Бога? Бог не говорит: я с тобой, Самуил, печалюсь. Давай попечалимся вместе. Бог говорит: доколе? Как долго ты собираешься печалиться? Как долго? Как долго ты будешь сетовать? Как долго ты будешь говорить: вот если бы? Бог начинает предлагать ему выход из этого состояния печали. Что ему Бог предлагает? Он говорит уже, то есть ты ничего сейчас не изменишь своей печалью. Вот ничего. Саул больше
не царь перед моими глазами. Он не царь. Да, он сейчас еще занимает трон, но перед моими глазами он не царь. Ты это принимаешь? Или не принимаешь? Если не принимаешь, продолжаешь печалиться. Если принимаешь, я тебе говорю, что мы дальше будем делать. Да? Господь сказал Самуилу: сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его, как царя над Израилем. Дальше Бог ему говорит, что он должен сделать. Простые вещи. То, чем он занимался всегда. Наполни рог маслом. Что такое наполнить рог маслом? Что такое вообще рог? Рог – это рог. Это конкретный рог животного. Да, горного козла или еще чего-то. Может быть крученный, может быть простой. Но это рог, который имел. Делали крышечку, почистили все. Для каких целей он был? То есть рог – это сосуд. Сосуд. В Библии еще часто говорится о роге как символ чего? Власти, силы. То есть если у Самуила был рог, это говорилось о том, что у этого человека есть власть, есть сила. И вот Бог говорит: у тебя есть рог, у тебя есть власть. Будь так добр, наполни этот рог смыслом. Наполни маслом. Наполни этот рог, символ твоей власти. Не сиди пустым в печали. Пустой, я сижу и сетую. Он говорит: наполни свой рог, свою власть реальной властью, помазанием, силой. То, что ты всегда делал, все свои годы, когда ты был пророком, ты этим занимался. Наполни рог маслом и отправляйся в путь. Если у тебя печаль, не сиди на месте. Если у тебя печаль, двигайся. Если у тебя печаль, начни заниматься тем, что ближе всего, лучше всего ты умеешь делать и всегда ты делал. Наполни рог маслом и отправляйся в путь. Я посылаю тебе к Иессею из Вифлеема. Я выбрал себе в царе одного из сыновей. Боже ты мой, да оказывается, ты, Бог, уже все решил. Ты даже знаешь, кто будет следующим царем. Ты даже знаешь, как его отчество. Ты даже знаешь, где он живет. Ты даже все уже предусмотрел. Чего я сижу, печалюсь? Это же очень похоже на нас. Мы сидим, печалимся, и даже нам не вдомек, что Бог давным-давно решил этот вопрос. Он решил его уже давным-давно. Но мы этого не знаем. Поэтому печалимся. И Бог милостивый разговаривает с Самуилом и начинает ему говорить, что этот вопрос уже решен. Он, Бог, знает имя того, кто будет царем следующим. Самуилу надо сейчас сделать некоторые вещи, чтобы воля Божья проявилась, стала явной для Самуила, для того человека, которого Бог избрал, и для его окружения. Сейчас ты должен это сделать. Ты кто? Пророк. У тебя что? Власть. У тебя что? Авторитет. Двигайся. Вроде бы Самуил должен скричать: «Аллилуйя! Наконец-то! Устал печалиться, устал скорбеть. Есть выход». Да? Конкретный выход. Мы же всегда говорим: Господи, покажи, что нам делать, куда идти. Он конкретно говорит: иди в Вифлеем. Что говорит Самуил? Умный, мудрый Самуил что говорит? Бог, ты на что меня подписываешь? Саул об этом услышит, он меня убьет. Невзирая на мои регалии, невзирая, что у меня какая-то есть власть, невзирая, что у меня есть авторитет, он меня убьет. Как это выглядит? Есть действующий царь, а я иду помазывать нового царя. Это как называется в современном мире? Путч, переворот, засада, измена. Ну это представляете? При нашем... Да, не будем говорить все это.
Короче, ну, картина как бы понятна. И Самуил-то мудрый человек. Он умный, он понимает, если кто-то донесет Саулу, а Саулу донесут, что Самуил туда-то пошел. Тайная полиция работает у Саула, они говорят: Саул, ничего не знаешь? Самуил пошел в Вифлеем. Следующий будет вопрос: для чего? И им скажут: ну как для чего? Он там сказал, что Бог предусмотрел для себя нового царя, и он пошел помазывать его. Следующий шаг Саула: не дайте ему дойти до Вифлеема. В Вифлееме он не должен появиться. Правда же? Он бы не дошел. Самуил не глупый человек, он жизнь прожил, он знает, что это такое, идти против царя действующего. Это верная смерть. И он это говорит Богу: Бог, у тебя план классный, ты все предусмотрел, но одно как бы упустил из виду. Саул еще царь. И у него есть армия, у него есть полиция, у него есть тайные осведомители. Я не дойду до Вифлеема, говорит Самуил Богу, правда же? Если Бог сказал: ой, Самуил, какой ты мудрый, а я-то не додумал этот вопрос. Извини, дай-ка я подумаю сутки вторые и тебе доложу. Самуил мудрый, но Бог-то мудрее. Его мудрость проявляется в простых вещах. И он продолжает говорить Самуилу: не надо ничего придумывать, не надо юлить. Самуил спросил: как же я пойду? Он был ошарашен. Как я пойду? Смерти мне желаешь, Бог? Саул услышит об этом и убьет меня. Ну, очевидно, правда? Но Господь говорит: возьми с собой телицу и скажи: я пришел, чтобы принести жертву Господу. Чем занимается священник? Приносит жертвы. Если мы видим жениха и невесту, у нас возникает вопрос: куда они собрались? В ЗАГС или картошку убирать? То есть у нас же не возникает вопросов. Правда же? Жених и невеста. Ой, красавицы. Идут в ЗАГС. Мы же не говорим: наверное, на поля собрались. За грибами пошли. Таких же вопросов не возникает, таких ведь выводов. Правда же? Или кто-то в фате сходил уже в лес и за грибами, и за картошкой. У кого такой был опыт? Нет же. И Бог также говорит Самуилу: Самуил, выбери себе телицу, то есть молодую корову, и иди с ней. Если кто куда спросит, говорит: ну, в жертву эту нести. Что за глупый вопрос? Да никто даже и не спросит. Самуил идет с животным, значит, животному кырдык. Животного принесут в жертву. Самуил идет принести в жертву, наверное, есть повод для этого. Ведь ничего сверхъестественного в этом нету. Бог не послал ангелов. Бог говорит: я тебе сейчас пошлю полчища ангелов, и они отобьют всякие атаки армии Саула. Не бойся, вокруг тебя ангелы будут. Главный херувим будет с тобой. Иди смело. Ничего такого. Он говорит: теленка возьми и иди. Это твоя будет защита. Теленок. Никому в голову не придет что-то другое, кроме того, что ты идешь принести жертву. И не забудь принести эту в жертву, этого теленка в жертву. Сделай это. Ты никому не солжешь, ничего не приступишь, ничего противозаконного в этом нету. Это твое занятие. Занимайся своим делом. Господи, спасибо Тебе
за простые советы. Ничего, он не желает делать что-то тяжелое, сверхъестественное, непонятное. Просто занимайся своим делом. И Господь благословит всякий твой шаг. Выведет тебя из этой печали, куда ты попал почему-то. Что ты берешь на себя вину за то, что не подвластно тебе. Это я отверг Саула, а это не ты. Это не твоя вина. Это очень важно нам, родителям, иногда помнить. Мы слишком большую вину на себя берем за наших детей, если уж какие-то неудачи у них. Но видите ли, успех наших детей зависит не только от родителей. Это зависит и от них самих, и от Бога, и от окружения, в котором они находятся. Мы начинаем себя накручивать, говорить, вот это мы такие. Не обязательно так. Он не болванчик какой-то. У него есть свое мнение, своя воля, свои желания, свои мозги, свои цели. Слава Богу за то, что ты дал ему жизнь. Слава Богу, что ты не придушил, хотел сказать, на первых днях жизни. Дал ему выжить. Дал ему укорениться, образование дал, одежду давал, голый мне выгонял на улицу, молодец. Кормил, слава Богу, любил по-своему. Когда надо, строгость проявлял, в меру. Молодец. Не бери на себя слишком много. Самуил хотел взять на себя слишком много и поэтому печалился. Он думал, это он виноват в том, что с Саулом не все хорошо пошло. Это не так. И Бог не обвинял Самуила. Он говорит, это я отверг его. Я. Это наш разговор, и это наши отношения с Саулом. Ты тут ни при чем. Твоя задача, как ты благословил Саула, сейчас давай сначала начнем. Дубль 2. Как сегодня было в песне у нас. Дубль 2. Давай начнем сначала. Нового человека я подыскал, и он будет царем. Иди, и это яви народу. Не бери. Либо же я, как пастор, или пастора можем говорить, ну что за церковь? Ну почему у этого не так, у этого не то, а у этого не все? Я из печали вообще не выйду. Никогда в жизни. Но я не хочу так. Потому что у каждого из вас есть свои отношения с Богом, свои отношения с людьми, и вы их решаете с Божьей помощью. С чем-то вы делитесь, когда-то вы просите совета, когда-то какой-то молитвенной поддержки, иногда в крайних случаях финансовой поддержки попросите. Всякое бывает, но на себя я не буду брать больше, чем мне Господь дал. И печалиться сильно не буду. Ну, если только, ладно, не будем об этом. Что дальше мы видим? И вот Самуил пришел в город Вифлеем. И Господь для этого говорит ему, пригласи Есея к жертве. Есей, видимо, известный человек был. Он называет его по имени. Я укажу тебе, что делать. Посмотрите, Бог говорит, не переживай вообще ни о чем. Я укажу тебе, что делать. Какое великое благо для Самуила. Бог сам говорит, я тебе буду показывать, чего делать. А что ты должен? Ты должен помазать мне того, кого я укажу. Всего лишь. Да, помазать. Просто из своего рога вылей на него и беги. Больше все. На себя больше не бери. И вот Самуил сделал, как сказал Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины города с трепетом
вышли ему навстречу. Они спросили: ты пришел с миром? Мы видим странное, да, состояние. Самуил, пророк, священник, приходит в Вифлеем, и выходит городская дума во главе с мэром. И они не расстилают красную дорожку, не выходят с песнями «Марья моль», не берут хлеб с солью, а с трепетом выходят и говорят: ты с миром? Странно. Это нам как-то дает понять, что репутация Самуила была своеобразная в израильском народе, его побаивались. Они помнят, как он открыто, хотя с переживанием, но открыто отказал Саулу выйти с ним к людям вместе. Молва-то распространяется, люди знали, что он крутой. И боялись чуть-чуть. Они знали, что Самуил не всегда приходит с хорошими вестями. Не всегда. Поэтому они вышли к нему. Я не знаю, если бы Самуил сказал: нет, не с миром я пришел. Они бы ему сказали: иди отсюда. Но он говорит: да, с миром, я пришел жертву принести. И тогда они дают ему возможность войти в город. Самуил ответил: да, с миром. Я пришел, чтобы принести жертву Господу. Осветитесь, омойтесь, видимо, грязные были, и идите к жертве со мной. Затем он осветил Есея, его сыновей, и пригласил их к жертве. То есть жертву принесли, и потом садятся, что делать? Вкушать мясо. Да? Вот это было особое явление такое. Сам Самуил, он приглашает знатных людей. Отдельно пригласил Есея и его 7 сыновей. То есть все так в напряге, что-то сейчас будет. Что-то будет. И вот разворачивается история, для чего все это было, для чего все это. Они не знают разговор Самуила с Богом. Они не знают, что Самуил печалился все это время. Они не знают, что сейчас творится с Самуилом. Они не знают, что Самуил здесь по прямому указанию Бога. Они этого не знают. Они наблюдают за Самуилом, что он будет делать. И вот сидят Иисей, его сыновья, 7, за столом. И вот, когда они пришли, Самуил увидел Илиафа и подумал: конечно, это помазанник Господа стоит здесь перед Господом. Хорошо, что он сказал: передо мной нет. Великий служитель Бога сразу же делает ошибку. Сразу же. Только недавно Бог ему сказал: твоя задача пойти в Вифлеем и помазать помазанника, на которого я укажу. Говорит Бог. Самуил, великий человек, нам до него, как до луны. Но он, великий человек, который разговаривает с Богом, как со своим братом, делает сразу же ошибку. Как только видит старшего сына Иисея, он говорит: вот он, вот он, вот он. Сердце его растаяло. Он забыл напрочь все, что говорил ему Бог. Прямо сам Бог говорил, без посредников. Он сказал ему: я укажу. Нет, великий человек делает ошибку. Скажите, это утешает нас? Меня очень. Меня очень сильно утешает. Если Самуил делает сходу ошибку, и гром и молния не поражают его, а он продолжает дальше сидеть за столом и делать дальше свои ходы, то, Господи Боже мой, если я сделаю ошибку, ты не покараешь меня. Ты стопудово. Если Самуила ты не покарал, то меня-то чего? Я не Самуил, я только Даниил. Это меня очень успокаивает. Самуил сходу делает то, что Бог ему не повелел делать. Вот это проблема нас. Не то, что проблема, даже это нельзя, наверное, это
сущность наша. Мы до того, как что-то случилось, произошло, или что-то мы планируем, у нас очень богатая фантазия. Особенно у Насти. Вот. Очень богатая фантазия. Мы начинаем себе накручивать. Молодые девушки накручивают себе, какой у них будет муж. Красавец из красавцев. Татьяна Ивановна, наверное, что-то думала же совсем другое, да? А потом такое привалило, что неси сейчас всю жизнь. Шучу. То есть мы всегда что-то такое думаем, обычно, намного... Я думал, когда этот телевизор, вот этот экран появится, он здоровый такой будет, здоровый, я буду все видеть. А принеси такой тюк-тюк маленький. Что это такое? Да. Или еще что-нибудь. Мы всегда фантазируем, либо Надежда Васильевна сажает рассаду и думает, ой, у меня будет в этом году такие особенные огурцы и помидоры. А вышли такие. Но это я не про тебя, это другая Надежда Васильевна. У нее всегда так, у тебя никогда не так. Мы думаем, вот дачу взял, сейчас построй такой шикарный дом. Такой будет шикарный, ни у кого такого не было. Построил курятник. Вообще, идем в школу. Ребенок идет в школу, радостный, со цветами, шариками. Ой, у меня будет классная учительница. Заходишь в класс, а там мымра. Он думает, у меня одноклассники будут классные. Одни враги. Но я это утрирую. Но обычно то, что мы думаем, фантазируем, очень далеко от реальности. Правда же? От наших фантазий остаются крохи. Реальность, почему и говорят, вернись в реальность. На землю встань ногами. От своих мечтаний опустись чуть-чуть. И то же самое у Самуила. У него был какой-то шаблон, какой должен быть царь. Первый царь Саул был мощный, красавец. Ай! И он думал, второй такой же. Все такие цари должны быть. Высокие, накачанные, атлеты. Сверкают глазами. Все падают ниц перед ними. Все такие должны быть. И вот старший сын Есея, его зовут не Саул, а Элиав. И он, когда видит этого Илиава, а он был высокого роста, красавец, у Самуила сработал шаблон. Это такой же царь. Вот он такой же должен быть. И этим мы грешим всегда и постоянно. У нас есть шаблоны, по которым мы действуем. Мы говорим, всегда так было, и сегодня так. Наши отцы так, и мы сегодня так. Хотя мы лжем. Так, как жили наши отцы, мы сейчас так не живем. То, что ели наши родители, мы это вообще не переносим. Даже не знаем вкус этих вещей. Кто пробовал ляз? Раз, два, три. Кто-то даже не знает, а когда-то его ели. Кто пил таг-ясур? Раз, два, три. А кто-то даже не знает. А мы говорим, нет, мы... Кто мы? Мы наследники наших отцов. Мы храним традиции наших предков. Да неужели? Ты посмотри, как ты одет. Они так никогда не одевались. Посмотри, на чем ты ездишь. Никогда в жизни они это не видели. Да просто посмотри, что ты кушаешь, что у тебя на столе. В каких домах ты живешь? Мы наследники. Какие вы наследники? Вот эти вот шаблоны, эти вот представления, которые не имеют никакого отношения к реальности, к жизни, но мы живем ими, питаемся ими. Хотя мы должны просто отойти и сказать, слушайте, это же совсем другая жизнь. Мы говорим, у нас Россия,
как его, пристань или что она там, какая-то святости, праведности, чистоты. Семейные ценности мы храним, говорим мы. Семейные ценности. Статистику смотришь. Столько, сколько в России разводов, нигде в мире нету. Столько, сколько бездомных, сколько сирот, сколько при родителях сирот в тех домах. Столько в мире нету. О каких семейных ценностях? Кто этот шаблон нам нарисовал и почему мы его постоянно говорим? Врем себе и не хотим ничего делать. Мы говорим, у нас все четко. Вот Саул такой должен быть, и он такой должен быть, и все, до свидания. И нужно вмешаться Богу, чтобы сказать, нет, я не это избрал. И не надо себе врать. И не надо жить по своим представлениям. Жизнь – это не твои представления, не твои шаблоны. О семейной жизни, что ты нарисовал себе шаблон, который не имеет ничего общего с реальностью. О церкви, что ты нарисовал себе шаблон, какая она должна быть, который не имеет ничего общего с реальностью. Не обманывай себя, не живи по этим придуманным шаблонам. И Самуил, великий человек, но он так же поступал, как и все мы. Ничем не отличался. Бог сказал, я тебе укажу. А он сказал, не, Господь. Ой, я понял, вот он. Первый, сразу же. Что Бог ему говорит? Когда они пришли, Самуил увидел Елиава и подумал, конечно, это помазание Господа. Он убежден, конечно, не может быть других вариантов. Я так сказал. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Сразу же. Господь смотрит не так, как человек. То есть это фактически значит то, что как мы смотрим на мир, это вот можешь 100% уверенностью сказать, а Бог по-другому смотрит. Вот какой у тебя шаблон, вот ты с уверенностью можешь сказать, а у Бога другой шаблон. Вот здесь дети стоят, и каждый из нас представляет их, родители прежде всего, какие они будут, когда вырастут. 100% они будут другими, в отличие от наших представлений. Совершенно 100%. Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. То есть Господь вмешался сразу в мыслительный процесс Самуила. Он начал разрушать его шаблон. Просто рушит. Конкретно рушит то, что нарисовал себе Самуил. Бог взял и как карточный домик разрушил. И нет его. О, это не он. Давай другого. Я думаю, здесь Самуил опять начал сожалеть и винить себя. Ой, а зачем я так подумал? Я же помнил, что Господь сказал, я покажу. Здесь опять начались угрызения совести Самуила. Это вот даже с Надеждой не спрашивает, это точно так. Точно. Он начал, зачем? Он же помнил, что Бог ему сказал. И вот когда вот этот разговор внутри его происходит, Самуил говорит, зачем я опять побежал впереди кобылы? Зачем? А? Тогда Иессей позвал другого сына, Аминадава, привел его перед Самуилом, но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Тогда Иессей привел Шаману, Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Все, кончились вот эти вот шаблоны. Он уже начал слушать. Господь что? Он говорит, Господь не выбрал его.
То есть вот один разговор с Богом сразу же меняет поведение Самуила. Это одно, но он мог быть и дальше ведь здесь, в этой истории, осуждать себя. Говорит, ну что я начал сразу со старшего? Не надо было, наверное, начать со второго или с третьего. Ну что я так пошел сразу? Вот старший, второй, третий. Да? Мог так же. Мы всегда себя обвиняем. Осуждаем себя. Иисей привел пред Самуилом 7 своих сыновей. Но Самуил сказал, Господь не выбрал их. Он спросил Иисея. То есть Бог никаких знаков не дал, что это именно он. И тут до Самуила доходит. Слушай, а здесь вообще все сыновья Иисея? Что это я начал проводить опросы, а не спросил Иисея, Иисей, ты всех сыновей привел сюда? Вы уже уселись, вы уже готовы, ты уже в сердце своем решил, что именно все тут. Именно кто-то из этих присутствующих тут, тот, который помазанник Божий. Опять, Самуил, ошибочку ты сделал. То есть здесь вот в этом рассказе Самуил не очень в хорошем виде. Опять прокол. Самуил, ты когда сказал всех приведи, ты вообще удостоверился, что здесь все дети Иисея? Нет. И ты пророк, и ты не узнал, что здесь не все. То есть под большое сомнение ставит автор вообще способности Самуила как пророка. Как так, пророк, и ты не знаешь? Иисей наконец-то додумался. Самуил спросил Иисея, все ли твои сыновья здесь? Нормально. И вы представляете, вот сейчас происходит что? Вот в этот момент, как это с государственной точки зрения, что вот там происходило? Выборы? Да. Нет, там переворот проходил. Там экстремистский шабаш происходил, экстремистский шабаш. Представляешь, царь сидит, а в каком-то Вифлееме, в какой-то деревне, в каком-то доме сидят мужики и планируют переворот. Кто будет следующим царем? За кем мы пойдем? Вам когда-то приходилось организовывать заговоры? Только честно. Ну, когда заговор планируешь и производишь, спешить надо? Ну, как бы надо поспешать, чтобы не накрыли. А тут что происходит? Самуил сидит, первый приходит. Осмотрели его, оценили, не тот. Второй, Самуил, слушает себя, что там Бог скажет ему, не тот. И так 7 человек. Время тикает. И Самуил не властен над временем. Он бы и рад уже и первого назвать, ты следующий царь, и бегом оттуда. А нет. Время идет дальше, и он сидит и думает, кто-то тут донесет или не донесет до Саула то, что он здесь проводит заговор. Нового царя подбирает. В страхе Самуил спрашивает, у тебя еще есть дети? И ответ слышит, есть. И где же он? На пастбище. Он такой тупой, что ему только доверяют пасти баранов. Больше ничего. И Самуил говорит, я не буду кушать от печали моей, пока его вы не приведете. Вы представляете, надо бежать за Давидом, потом его привести, потом его надо, пророк же пришел, умыть, причесать, а время тикает. Заговор
пока не удался. Это страшное состояние. Сидим, заговор, планируем, делаем, выбираем. А того, кто возглавит этот заговор, нету. А время тикает, и оно не в пользу нашу. Караул. Приводят его. Приводят Давида. Дальше здесь не сказано, что он Давид. Он послал за ним. Его привели. И дальше. Описание младшего сына. Он был румяным, с красивыми глазами и приятной внешностью. Скажите, кого так описывают? Ну, явно девочек. Какой царь? Где его рост? Где его мышцы? Где его мощь, стать? Где его взгляд царский? Где? Он был румяным, белокурым в некоторых этих самых, сказано, переводах. Приятной внешности. Девочка девочкой. Если бы одели платье, наверное, на нее, сказали бы, ну, Ульяна. И вы приводят его. И вот тут конкретно рушатся все шаблоны и представления, каким должен быть царь. В истории израильского народа не так много было царей, всего лишь один. Не с кем было сравнивать больше. То есть, если сравнивать, то только с Саулом. Других примеров нету. Какой должен быть царь? У нас только один, и больше никого не было. И вдруг приводят пацана, миловидного, с приятным лицом, румяного, с кудряшками. И Бог говорит, это он. Это взрыв всех представлений, как должно быть. Это взрыв всех шаблонов, что должно быть. Вы представляете, как Самуила было принять это? А представляете, как это было принять братьям Давида? Кто? Вот этот вот. У отца было 3 сына. Один умный, второй так себе, а третий футболист. Он? Это вообще взрыв всего. Эта история могла бы закончиться очень печально для Давида, если бы Господь как бы оставил. Дальше вот важные слова сказаны. Почему Давид дожил до реального царствования? Господь сказал, встань, помажь, это он. Самуил взял рог с маслом, помазал Давида в присутствии братьев. Что они думали? И дальше, важнейшее место, почему Давид дожил до своих седин. Тогда Дух Господень сошел на Давида. И с того дня пребывал на нем. Могло бы случиться так, если бы Дух Господень не сошел, Давид бы не дожил. Просто бы не дожил из-за зависти братьев, из-за гонений Саула. Просто бы не дожил. И какая история, помните история сынов Якова? Когда Иосиф имел неосторожность сказать, что он там особые сны видит. Он даже не претендовал не особо, но говорил, все вы поклонитесь. И даже мама с папой поклонитесь мне. Что это вызвало в остальных? Ненависть. К чему она привела? Они продали, они готовы были убить его. Но что-то сдержало их. То же самое, если не Бог сохранил Иосифа, он бы не дожил. И вот здесь очень важно, Дух Господень сошел на Давида, сошел, чтобы охранять его. У него было много-много случаев, чтобы его жизнь закончилась, и даже бы он не воссел на свой трон. Но Господь сохранил. И здесь сразу же автор нам дает понять, почему. Дух Господень на него сошел. На нем был Дух. И он охранял его.
Дух Божий, Дух Святой. Иначе человеческая зависть, человеческая ненависть, человеческое отвержение просто бы не дали ему дожить до своего царствования. И вот эта история о том, что мы часто о чем-то сожалеем, и, то есть это история о том, как часто мы делаем много ошибок. Много ошибок делаем. Саул сделал ошибки, Самуил сделал много ошибок. Даже в коротком повествовании здесь и мы можем сказать: «О Господи, сохрани меня, чтобы я не сделал ошибок, которые сделал Самуил». Ну, во-первых, ты не Самуил. Во-вторых, ты не пророк, как Самуил, поэтому успокойся. В-третьих, ты сделаешь все свои ошибки. Все, что надо сделать неправильно, ты сделаешь. Но при этом Бог не скажет: «Фу на тебя». Он скажет: «Но долго ли ты будешь еще печалиться о своих ошибках? Может быть, двинемся дальше? Может быть, будем заниматься тем, к чему ты призван? Может, ты будешь заниматься тем, чем занимался во все эти дни? Двигайся дальше». Бог никого не наказывает за ошибки, а Он помогает выйти из этого осуждения за свои ошибки. Мы же себя всегда осуждаем за наши ошибки, правда же? Нам не нужно чужих обвинений. Мы сами это прекрасно знаем. И Бог это знает. Но Его задача не ткнуть нас носом и сказать: «Вот что ты натворил, шкодник ты такой». Он говорит: «Ну и долго ты там будешь сидеть в своих печалях и страданиях? Может, двинемся дальше? Пойдем дальше». Ну, первый опыт не получился. С Саулом первый царь, но не получилось. Бывает такое. Он же человек, он сделал свой выбор. Когда ему было ясно сказано: «Делай это», он не сделал этого сознательно. Испугался. Испугался. На чаше весов было не исполнить волю Бога, либо же испугаться мнения народа. И он испугался мнения народа. Как такой царь дальше будет управлять этим народом? Не он управляет, а люди им. Ну, это будет во благо народу? Не будет. Поэтому я решил во благо народу поставить другого царя, который будет слушаться меня, не бояться мнения людей. И это будет во благо людям, Израилю, моему народу. Чего ты печалишься? Да? А мы печалимся. Поэтому, друзья мои, все мои ошибки я сделаю. Вы меня сильно не бейте. Это все мои ошибки. Господь позаботится, чтобы мои ошибки сильно на вас не повлияли. Бог даст мне мудрость двигаться дальше, чего и вам желаю. Если Самуил, великий человек, живший на этой земле и слышавший голос, и разговаривавший с Богом, делал на каждом шагу ошибки, и от этого он не подвергся обструкции, наказанию, грому и молнии с неба никак, а простому общению. Бог говорит, он не говорит Бог: «Самуил, ну и что ты тут сидишь в своей печали? Встань быстро!» Нет же. Бог не может так разговаривать. Он говорит: «Самуил, доколе ты будешь печалиться? Возьми свой рог, пойдем, помажем нового царя». Я думаю, Бог так разговаривает. Он так общается с нами.
приводит наши мозги, наши чувства, наши переживания, наше самоосуждение куда-то сдвигает. Двигаемся дальше. Слушайте, у нас очень хороший Бог. Мы много делаем ошибок. Каждый день, по много раз. Очень сильно сожалеем о чем-то. Наши любимые слова «если бы», «да кабы», как говорят в пословице, «если бы, да кабы, во рту бы выросли грибы». И это был бы уже не рот, а огород. Люди заметили это. Нельзя жить, если бы, да кабы. Ты проехал эту остановку, а сейчас спроси у Бога: Господь, что дальше? Что дальше? Аминь. Вот классная ведь история, да? Короткая история, но настолько там всего. И как это все удивительно происходило. И как автор это пишет с такой любовью, всю эту историю. Он как будто наблюдает за этим. Скорее всего, Самуил писал об этом, рассказывал. Там как будто вот человек присутствует при общении Самуила с Богом. Это вообще удивительное дело. Как это случилось, что это до нас дошло, эта история. Книга Самуила, она называется в западных, так сказать. То есть сам Самуил не боится писать о своих ошибках. Он не замазывает историю, не пытается выставить себя героем. Он говорит: вот здесь накосячил, и здесь накосячил. И вот тут-то я промаха дал. А вот тут я настроил себе такие рисунки, которые были вообще нереальные. Такую смелость надо иметь. Дай Бог нам каждому. Аминь. Делайте ошибки. Даже об этом просить вас не надо. Все равно наделаете. Сильно не переживайте. Ну, чуть-чуть так, сделать для виду. А потом скажите: Господь, помоги мне дальше двигаться. Я сделал ошибку. Боже, помоги мне сделать все правильно. Аминь. Встанем на ноги наши. Есть нет у кого-то какие-то нужды, молитвенные просьбы еще о чем-то, помолиться за кого-то, за что-то? Кто натворил ошибки с утра? Не успели еще. Какая ты идея смелая. Молодец. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты Бог, как мы читаем, Ты наш Бог, всеведущий, всезнающий. Знаешь, Господь, наши помыслы, каждый наш шаг, наши ошибки знаешь, наши успехи знаешь. И, Господь, Бог мой, настолько Ты великодушный, что Ты не тюкаешь нас за каждую ошибку. А, Господь, приходишь и разговариваешь, говоришь: ну и доколе? Доколе Ты будешь в этом находиться, в этих печалях, скорбях? И, Господь, предлагаешь нам двигаться дальше. У Тебя есть что нам предложить. Ты напоминаешь нам, к чему мы призваны, чем мы занимаемся. И Ты говоришь: твоя работа нужна дальше. Твое служение нужно дальше. Возьми свой рог. Возьми свой инструмент. Возьми и двигайся. Иди к людям. Не оставайся один со своей печалью. Иди, служи людям. Господи, спасибо Тебе, что Ты продолжаешь нам доверять. Продолжаешь нас верить. Продолжаешь доверять нам свое дело. Спасибо Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя за Твое Слово, что оно учит нас. Это не просто мы получаем какую-то информацию, а действительно Твое Слово живо и действенно, оно меняет нас. Наше отношение к нашим неудачам, нашим ошибкам. Оно меняет наше настроение, меняет наше мышление, взгляд на обычные вещи. Спасибо Тебе за это, Господь Бог мой. Я благодарю Тебя, что Ты придумал такой способ
влиять на нас, изменять нас, усовершенствовать нас, совершенствовать нас. Хотя мы так совершенны в Тебе, Иисус Христос, но в повседневной жизни мы возрастаем благодаря Твоему Слову. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, братьев, сестер, наших близких, родных, наших детей, Господь. Благослови нас, родителей, чтобы мы сильно не переживали за неудачи наших детей. Мы сами много терпели неудачу, но выжили, живы и здоровы, и наши дети также выживут. Господь, Ты с ними, поэтому мы говорим, Боже, благослови наших детей. То, что мы не смогли дать, не могли дать, упустили из виду, много ошибок сделали, а Ты, Господь, этого не допускаешь. Ты дашь нашим детям все, чем они нуждаются. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, нашу страну, когда большие перемены у нас происходят. Также, Господь, дай нам взгляд с неба на это все. Посмотреть, Господь, как Ты на это смотришь. Дай нам это почувствовать. Чтобы мы не печалились о том, что происходит, не брали на себя то, что не принадлежит нам. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, Господь. Благослови церковь, благослови моих братьев, сестер. Меня, Господь, благослови, чтобы мы, как Самуил, прислушивались к тому, что Ты говоришь. А Ты всегда говоришь. Благослови нас к этому во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Будьте благословенны. Благословите друг друга, скажите, не бойся, когда творишь ошибки. Бог их знает, и Бог прощает. Привет, дорогой, как дела? Христос ще те, Христос, що це все, весь є спонте.